Светлана, расскажите, пожалуйста, с утра вы кушаете кашу, что на обед и на ужин? Дело в том, что я человек, который увлекается своей работой. То, чем я занимаюсь, для меня не просто важно, мне интересно. Я могу так увлечься, что я могу забыть и о завтраке, и о обеде, и об ужине. Это на самом деле так. Поэтому я завтракаю кашей сейчас, обедаю я, естественно, то есть тоже днем. Рацион обыкновенный, это может быть и суп, и макароны, то есть и что-то такое, там, творог. Ну, то есть это обыкновенный такой стандартный стол питания. То есть стараюсь, конечно, здоровые продукты. Хруста в суставах нет? Нет. Головокружений тоже нет? Нет. Характерны для вас головные боли? Да, у меня есть реакция на погоду. То есть изменение погоды, очень высокое давление может быть. Вот, я реагирую, да, есть. Как болит голова? Лоб в основном, то есть головная боль такая локальная. Вот, и если горячая вода, то есть горячий душ на лоб, вот что-то такое горячее, да, то есть боль проходит. Либо просто ложусь спать, засыпаю. Виски не болят? Или половина Нет. головы? Вы знаете, да, вот такая мигрень, наверное, такая мигренальная боль, но она природного происхождения. Я вот очень... Как часто головные боли? Вы знаете, можно по погоде проверять. То есть я реагирую только в основном вот на такие сильные, такие природные, наверное, уже вот перемены давления и так далее. А боли в зоне печени или желчного пузыря не бывает? Вы знаете, нет, никогда не было такого. А вы не реагируете, не чувствуете реакцию на какую-нибудь вот острую или очень кислую пищу? Не люблю кислую пищу. То есть просто не люблю сейчас. То есть больше соление, квашение, вот нет, это вот нет, мне больше нравится что-то такое горькое и терпкое. Горькое и с удовольствием люблю травы с горьковизной такой вот. Скажите, пожалуйста, есть какой-то вкус во рту, когда вот вы просыпаетесь? Какой-то привкус? Нет. Никакого? Нет. Мочеиспускание в течение дня, оно, скажем так, редкое, нормальное или частое? Нет, совершенно нормальное и, не больше, не меньше, как сказать, да, то есть я регулирую, я чувствую, то есть никаких таких вот отклонений на физическом уровне я не испытываю. Есть ли какая-то реакция на жирную пищу? И вот когда сочетание жирного и холодного, допустим, сало, или вот остывшее жирное мясо, ну мало ли там на празднике. Или вы такое? Нет, я такое не ем, просто не люблю холодное. Я могу съесть горячее жирное мясо, то есть теплое, холодное нет. И сало, допустим. Никаких проблем нет. Нет, никаких. То есть и сало я ем иногда с чесноком, то есть, ну, наверное, я не очень люблю, наверное, сало, то есть я могу съесть там, может быть, раз в месяц. То, что я выяснила из пульса и из опроса, с высокой вероятностью у вас холод желчного пузыря, который повлек за собой ослабление не очень сильное из того, что я услышала по пульсу, но все-таки функции желудка. Вероятнее всего, тогда, когда вы обратились к доктору, оно было сильнее, но сейчас пульс достаточно уравновешен. Все равно в нем остались свойства холода, и вероятнее всего так и будет дальше. То есть вам надо просто соблюдать определенную диету и образ жизни, чтобы не провоцировать ухудшение. Можно попринимать какое-то вот время, как вы сейчас делаете, вот эти вот порошки, которые вам прописали, и дальше соблюдать, соответственно, образ жизни и диету. Вот эти вот мигрени, то есть боли в половине головы и во лбу, это характерный признак таких болей желчного пузыря. Судя по тому, что признаков жара у вас не слышно, это все-таки именно холод желчи, ну это вот как в тибетской медицине называется этот диагноз. Он не самый легкий, но, с другой стороны, и не самый сложный. Значит, в образе жизни и питании что важно соблюдать? Во-первых, по поводу каш. Овсянка обладает свойством, она слизистая каша.
В этом смысле можно чередовать овсянку с другими кашами. Вот есть ячневая, допустим, каша, да, это из дробленого ячменя. Она везде продается, она очень недорогая, ее можно готовить. А свойство ячменя в том, что он дает силы, он укрепляет силы тела, то есть он дает энергию. И это такая в длинном периоде эта энергия. Это первое. Второе, можно есть рис, гречку, то есть в принципе любые крупы. Если вам нравятся каши, чередуйте их с овсяной кашей. И вот это ощущение такой сонливости к обеду, оно уменьшится или пройдет. Сейчас ощущение сонливости, вероятно, усугубляется тем, что в этом году началась рано весна, потепление, это аномалия для февраля, то, что сейчас так тепло. Весной поднимается то, что в тибетской медицине называется доша слизи, или то, что мы называем энергия земли и воды. И вот эта сонливость, она обусловлена именно подъемом этой слизи. Значит, что с этим можно сделать? Можно прибавить продукты с теплыми и горячими свойствами. Значит, это допустимо в вашем случае, потому что желчь не горячая. Значит, можно в кашу добавлять специи, допустим, как это делать. Очень хорошо будет... Перец можно, да? Можно добавлять перцы, но я бы, допустим, добавляла больше такие специи, как корица, кардамон, гвоздика, молотый гранат. Это специи, которые сочетаются с большинством блюд, с кашами они тоже хорошо сочетаются. И, соответственно, они сделают каши более легкими. Все-таки зерновые обладают свойством тяжести. Вот. А сейчас и так много тяжести в природе. Вот, поэтому можно добавлять специи. Добавлять специи можно в любую еду. Можно покупать готовые смеси специй. Вот, допустим, в индийских магазинах продаются специи масала. Если не пытаться глубоко разобраться в вопросе, да, чтобы какое-то было такое быстрое готовое решение, то вот можно использовать масалу. И добавлять ее поначалу понемногу, а потом, увеличивая количество, добавлять в горячие блюда, там, допустим, вот в суп и вот в блюда, которые вы кушаете на ужин. Это рекомендации, которые касаются конкретно той ситуации, которая есть сейчас у вас, того состояния желудка, которое вот я сейчас услышала по пульсу, и этого сезона. Может быть, летом, то есть в мае, в начале июня, вам можно снова показать пульс какому-то из тибетских врачей, чтобы он посмотрел, насколько увеличилось количество жара, чтобы не перегреть вас, потому что если превратить холодную желчь в горячую желчь, будет не очень хорошо. А лето — это горячий сезон, вот, и, соответственно, чтобы не навредить, надо время от времени пересматривать свою диету, корректировать ее. Вот. Но вот из таких быстрых рекомендаций, что еще можно сказать? Свинина — это очень правильный запрет в вашем случае, потому что свинина обладает такими свойствами, она прохладная, и она закрывает каналы. То есть она вообще в очень небольших количествах случаев показана. Но вам подходят хорошо другие виды мяса. Допустим, вот конкретно сейчас, весной, баранина очень хорошо, потому что она теплая по свойствам, и она будет уменьшать слизь. Вот. Значит, что вам еще такого полезного рассказать? Вы знаете, вот вы говорили, что вы занимались спортом. Это замечательная привычка, и вообще вести то, что называется здоровый образ жизни, в котором есть спорт, это чудесно. У вас в Конституции есть ветер.
вы, ну, так по внешнему виду, вы похожи на конституцию, где есть ветер, и вероятнее всего, потому что осталась небольшая неровность ветра в пульсе все-таки, вероятнее всего до начала приема лекарств его было больше. Для ветра важно вести размеренный такой образ жизни, в том смысле, что важно ритмично кушать, не пропускать приемы пищи. Значит, важно иметь в рационе такие специи, как тмин, фенхель, зира, укроп. И можно это все добавлять вот как в обеденный, так и в блюдо на ужин. Для ветра полезно делать упражнения физические, но вот не резкие такие нагрузки, а плавные, дыхательную гимнастику, йога, такую размеренная ходьба. Вот такие нагрузки, они в принципе всем полезны, ветру они особенно полезны. Вот, поэтому я думаю, что если вы будете, если вам позволяет ритм жизни это делать, то это замечательно. Вот. И это будет балансировать энергию ветра.